Илнур Знарович Халиуллин. Сегодня я представляю 6 своих книг, изданных недавно в 3 издательствах Москвы и Казани. «Ренессанс Востока», «Удивительный квантовый мир», Альберт Эйнштейн современной физики, «Триада мирового океана» и переиздание «Восток глазами дипломата» и лауреат Нобелевской премии Абдус-Салам. Это ваша не первая книга, да, такие? До этого я издал 10 книг. Это вот 6 дополнительных. Где их можно найти? Где их можно найти, книги ваши? Я сегодня подарю всем, кто здесь находится. Как она терпит меня до сих пор. Да? Еще полвека будет терпеть. Полвека уже не хочется столько. Пусть терпит. Только жалко, наш классик опоздал на встречу. Ахмед. Дорогие друзья, я пригласил вас сегодня по поводу презентации моих 6 книг, изданных недавно в 3 издательствах Москвы и Казани. Я их, после того, как мы покушаем вместе, поговорим немного, я их всем презентую их. Вот для этого мы собрались. Спасибо. Спасибо Поспредству Татарстана, который представил возможность в этом помещении провести. Спасибо. Передайте нашему заместителю премьер-министра Равилю Калимовичу. Он сказал, я бы с удовольствием присутствовал, он должен присутствовать в Кремле, в концертном зале по поводу МВД, как генерал МВД. Конечно, передайте ему. Я как-то разговаривал со своими мидовскими друзьями, они мне сказали, среди 150 малых и средних посольств здесь, Поспредство Татарстана по своей активной деятельности занимает одно из первых мест. Встречаетесь со многими представителями разных кругов, разных стран прямо здесь, заключаете торговые, экономические, научные соглашения. Это ваша деятельность великолепная. Что касается политики, это вопрос Москвы. Это Москва этим занимается, вы это прекрасно знаете. Начинаем чай попить, спокойно попьем чай, а потом я раздам. Я слово представляю заместителю представителя Татарстана здесь, в Москве, Азату Чулпановичу. Он что-то хочет сказать по этому поводу. Хайрле Киш, добрый вечер, дорогие гости, я думаю, друзья, соратники Нуриевны, значит, и Нуриевича, и, значит, и наши друзья, потому что полномочный представитель у нас собирается всегда. Друзья Татарстана, друзья России, и мы всегда рады гостям. Спасибо, что пришли. Илнур Нуриевича, наверное, вы все хорошо знаете, я биографию рассказывать его не буду, он всю жизнь работал именно в этой сфере. Он прошел, по-моему, мусульманские, наверное, мало стран осталось, в которых вы не побывали уже, и Бишкек, то есть СНГ, и чуть подальше, где у нас есть крупнейшие державы, и сейчас он, и книги он, наверное, все покажет, посмотрит. У него есть вопросы, связанные и с физикой, и океанологией, и так далее. То есть он не просто дипломат, он еще и философ, и, как раньше называли, естествоиспытатель. И поэтому мы его считаем таким уже матерым дипломатом. Я хотел сначала сказать первый дипломат. Вот помните, когда Татарстан только стал вот этот суверенитет, договор о разграничении полномочий, у нас первым дипломатом называли Тимура Юрьевича Акулова. Помните, наверное, все его, так ведь? Который в Кандагаре спасал наших летчиков и так далее. Мы даже, по-моему, водку выпустили дипломата Татарстана в честь Тимура Юрьевича. А в Москве, естественно, вот у нас юбиляр, виновник торжества. Его знают в Москве, по-моему, все. Он у нас очень активный человек, участвует во всех наших мероприятиях, которые проводит полномочное представительство. А проводим мы мероприятий действительно очень много. Это связано и
взаимодействие с федеральными органами власти, московским правительством, общероссийскими общественными организациями. Это и сохранение языка, культуры, традиции татарского языка. И вы знаете, в этом году у нас очень такое мероприятие было. Это 110-летие Мусы Джалиля. То есть много-много мероприятий. Вот наш виновник торжества обычно во всех мероприятиях участвует и активно участвует, и высказывает свое мнение, и мы всегда гордимся, что такие люди у нас в нашей среде есть. Вот сегодня только кто-то мне звонил, а вы вот будете такого-то числа, мы бы очень хотели видеть татарскую диаспору, говорят. Вот из этого, я говорю, татарской диаспоры в Москве вообще нет. Нет в Москве татарской диаспоры. Мы не диаспора в Москве. Мы коренной народ Москвы, России, мы вместе строим это великое государство. Вот человек столько лет работал именно во благо Советского Союза, Российской Федерации и так далее. Вот поэтому мы очень рады, что он выбрал именно полномочное представительство для презентации своих 6 книг. Не все писатели, наверное, Илья Софьевич, могут похвастаться так ведь 6 книгами. Они, вы посмотрите, они разной направленности, и я думаю, вот сегодня в ходе вот этой беседы, такого дружеского чаепития, вы уже сумеете больше ознакомиться, может быть, даже какие-то вопросы задать. Я прочитать не успел, просто попросил книгу, где написан Эйнштейн, там мне очень интересно, я сам по образованию технарь, скажем так, поэтому вот Раиль Климович поручил обязательно присутствовать тут, обязательно быть. Я с удовольствием исполняю его волю и исполняю волю Государственного Совета Республики Татарстан. Вы знаете, у нас есть Государственный Совет Республики Татарстан, Фарид Хайдулович Мухаммедшин прислал благодарственное письмо. Я зачитаю, чтобы не искажать суть, как в дипломатии принято. Да? Благодарственное письмо председателя Государственного Совета Республики Татарстан Халиуллину Юлдузу Нуриевичу, помощнику директора Института океанологии имени Шершова Российской академии наук по вопросам связи с средствами массовой информации и государственными учреждениями и иностранными посольствами. Выражаю вам искреннюю благодарность за многолетний безупречный труд и активную общественную деятельность. Компетентность, профессионализм, высокое чувство долга снискали вам заслуженное уважение коллег и широкой общественности. Востоковед, дипломат, публицист, свой богатый опыт вы передаете через книги и многочисленные статьи, охватывая самый широкий спектр вопросов, от перевода современной татарской поэзии на английский язык до актуальных проблем ядерной физики и экологии Мирового океана. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия. Фарид Хайруллович Мухаммедшин. Спасибо за большое интересное послание. Почти вся биография, которая не сегодняшняя, в одном абзаце. Это же так надо мудриться, так написать. Да. И вот такая медаль, памятная медаль именно нашего Госсовета, который вручается очень уважаемым людям на память, чтобы вас знают в Татарстане, вас знают все, поэтому я думаю, это золотая, видимо, золотая медаль. Если придется на старости лет на аукцион. Да. Считайте, вы уже этот золотой запас начали копить. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. От нас, от полпредства, вам тоже самое лучшее пожелание. По-моему, в полпредстве нет ни одного человека, который вас не знает. Мы все вас любим, всегда ждем вас. Так что будем долго-долго вместе сотрудничать. Спасибо. Давайте чай попьем. Да, давайте. Давайте. Спасибо за хорошие слова. А остальное, наверное, тут неформально, научно, пожалуйста, публицистический по ходу вечер. чай попьем и будем говорить. Анатолий Михайлович Хазанов написал около 15 книг различным темам, в том числе о мусульманах Испании, о мусульманах тех стран, где жили в африканских странах. И вообще он крупный специалист международник, не только востоковед. А интересно, мы с ним встретились 10 лет тому назад у Гринвича. Казалось, мы рядом живем,
там была международная конференция, и он там оказался, и я. Вот с этого момента мы поддерживаем связи. У него есть здесь постоянное место. Вот он сел на свое постоянное место здесь. Постоянно, когда бывает, когда презентация бывает, и я сажаю его со своей женой рядом. Анатолий Михайлович, вам слово. Это для меня большая честь. Вы можете сидеть. Да, я действительно, Пожалуйста. А действительно, вы кушайте, слушайте. я действительно давно знаю Илдуза Нуриевича Халиуллина. И как он сказал, действительно, мы с ним познакомились много лет тому назад при весьма необычных обстоятельствах, в весьма необычном месте. А именно в Англии, в Гринвиче, на знаменитом гринвичском нулевом меридиане. Такое необычное, оригинальное знакомство было. В моем представлении Илдуз Нуриевич прежде всего воплощение таланта, и творческого, и человеческого. Это действительно редкий случай. В одном человеке сошлось все. Востоковед по образованию, блестящий дипломат, около 40 лет проработавший в системе МИДа. Он также высоко одаренный, эрудированный ученый. И в то же время обаятельный человек, остроумный собеседник. Я всегда восхищаюсь тем, как работает эта голова, полная не только энциклопедических знаний, но и глубоких и оригинальных идей. Илдуз Нуриевич обладает огромным творческим потенциалом. Это поистине яркий и многогранный талант. Круг научных интересов Илдуза Нуриевича необычайно широк. Проблематика его многочисленных книг и статей разнообразна. От очерка о жизни и творчестве выдающегося мусульманского ученого, лауреата Нобелевской премии Абдус-Салама, до собранных в его замечательной книге «На стыке двух тысячелетий» очерков о проблемах Арктики и Мирового океана, о вопросах межцивилизационного диалога, о проблемах перевода древнетюркской и татарской поэзии на английский язык и многое-многое другое. При этом, какую бы работу Илдуза Нуриевича мы не взяли, все они отмечены печатью его таланта. Все отличаются глубиной содержания и филигранной отделкой. О научных заслугах Илдуза Нуриевича здесь уже много сказано, еще будет сказано. А я бы хотел особо сказать о замечательных человеческих качествах Илдуза Нуриевича. О них красноречиво говорит, например, следующий эпизод из его жизни. Это он на меня произвел огромное впечатление большое в свое время. Это случилось, когда он работал в посольстве СССР в Пакистане. Посол Михаил Васильевич Дегтярь пригласил его в свой кабинет и сказал: «Думаю, вы не будете возражать, если я буду звать вас на русский лад Юрием Николаевичем». Через какое-то время Илдуз Нуриевич, у которого все внутри кипело от обиды, позвонил послу и обратился к нему так: «Меня Ахмат Вали Ахметович». Послу обратился так, представляете? Не всякий бы решился. В результате Дегтярь на 2 года задержал присвоение Илдузу Нуриевичу очередного дипломатического ранга 3-го секретаря. Я особенно сильно зауважал Илдуза Нуриевича после того, как узнал этот любопытный эпизод из его жизни, поскольку он свидетельствует о том, что когда задевает его национальное достоинство, Илдуз Нуриевич тотчас же встает в боксерскую стойку.
независимо от чинов, званий, титулов, социального статуса его обидчика. В заключение, что называется, на сладкое, расскажу еще один любопытный эпизод, любопытный, забавный такой эпизод, свидетельствующий о необычайно живом уме, эрудиции и находчивости Илдуза Нуриевича. Я пока здесь посижу, чтобы послушать. Когда он работал в качестве атташе в нашем посольстве в Пакистане, туда в 1967 году приехал директор Института востоковедения Академии наук СССР, академик Бабаджан Гафурович Гафуров. Да, был такой. Он, по-моему, был первый секретарь до этого, как До этого Таджикистана, совершенно верно. Таджикистан, да. Потом директор Института востоковедения, в котором я всю жизнь, 60 лет работаю. Как раз он меня и принимал в этот институт. Да, когда Илдус Нуриевич работал в качестве атташе в нашем посольстве в Пакистане, туда в 1967 году приехал директор Института востоковедения Академии наук СССР, академик Бабаджан Гафурович Гафуров. В большом зале собрались послушать его пакистанские ученые. «Я буду выступать на фарси», — сказал Гафуров Илдузу Нуриевичу. Ну, сколько он таджик? Таджик, у них один и тот же язык. Да, фарси это одно и то же. Что Да? урду и фарси одинаковые. Он так полагал. Один и тот же язык. «Я буду выступать на фарси», — сказал Гафуров Илдузу Нуриевичу. «Но они на фарси ничего не поймут. Им надо переводить на урду». Да. «Вот вы и переводите», — он бы сказал. Спасибо. «Но я не знаю фарси». Да. Так. Илдус Нуриевич. Понятно, понятно. Да. Он не знает фарси. «Но я не знаю фарси». Впрочем, мы все тоже никто не знает. «Как это не знаете? Мне сказали, что вы знаете фарси. Переводите». Илдус Нуриевич не решился возражать академику. Да. Пришлось ему импровизировать. Ну, конечно. И на ходу с начала и до конца экспромтом сочинять доклад Гафурова. Не всякий бы так мог. Он не понимал, что Гафуров говорит, сам сочинял за него на ходу экспромтом. Молодец. Живой ум, значит, необычайно живой ум. После доклада Гафуров его спросил, а почему они не смеялись, когда я рассказал два анекдота и сохраняли серьезность, когда я шутил? Здесь не принято смеяться, когда выступают знаменитые ученые. Не растерявшись, ответил Илдус Нуриевич. Он вышел из положения. Очень На ловко. ходу брал, да? На ходу брал. Здесь не принято смеяться, когда выступают знаменитые ученые. Не растерявшись, ответил Илдус Нуриевич. В заключение я хочу сказать, что я отношусь к Илдузу Нуриевичу с любовью, уважением и восхищением. Это потрясающе талантливый человек. Отличаясь необыкновенными способностями, колоссальной эрудицией и памятью, тонким юмором и неиссякаемым оптимизмом, он немножко философ, немножко романтик, немножко прагматик, но в сущности удивительно обаятельный человек. Спасибо. Спасибо. Огромное спасибо. Вы взяли доклад. Михайлович, конечно, вы немного преувеличивали, немного. Вот последняя фраза «немного», мне очень понравилась. Вытащили эпизоды интересные из этих моих книг, 15 Показательные. Да. Они о многом говорят, эти эпизоды. Да, совершенно. Я хочу сказать Как о человеке. большое спасибо, Анатолий Михайлович. Конечно, мне приятно с вами всегда общаться. Мы недавно провели под руководством Анатолия Михайловича в Институте востоковедения международный симпозиум, посвященный 90-летию Абдус-Салама. Великолепно вы организовали, выступили, и много молодых ученых туда собрали. Абдус-Салам, вы знаете, когда я говорю об Абдус-Саламе, я почему-то вспоминаю, не только вспоминаю, на самом деле, в моей жизни я вообще человек не очень общительный, Если я на какие-то мероприятия общие ходил в дипломатических представительствах, только благодаря им.
она тащит, она общественная, она хочет танцевать, а я танцевать плохо умею. Во всяком случае. Но в моей жизни были примерно 3-4, максимум 5 человек, которые играли большую роль в моей жизни на разных этапах. А вот первым, хочу я, не хочу этого думать, первым является виртуальный человек Абдус-Салам, лекцию которого я слушал 50 лет тому назад в Лахорском университете о квантовой физике. На языке урду, половина, конечно, терминов было на английском языке. Он мне совершенно отрезвляющее впечатление ставил. Конечно, я не знал, когда меня туда пригласил лауреат международной премии Ленина, знаменитый пакистанский писатель, говорит, пойдем, давай туда пойдем. Я говорю, о чем? О квантовой физике. Я говорю, о квантовой физике я же ничего не знаю. А вообще я не знаю, говорит, ничего о квантовой физике. Ну, мы пойдем послушаем. Мы послушали. А я там был с делегацией, парламентской делегацией СССР, оставил их на приеме, пошел. Они пожаловались на посла. Вот, Халиуллин нас оставил, все это прочее, то-то, то-то. Но зато послу я написал проект телеграмма на отправке в Москву о том, что профессора Абдус-Салама надо принять иностранные члены Академии наук СССР. И это пошло, и это совпало с рекомендацией Николая Николаевича Боголюбова, директора института Дубна, и он стал за 7 лет до получения Нобелевской премии почетным членом Академии наук. Я о нем потом написал. Вот я почему хочу сказать, он был виртуально в моей жизни долгие годы сопровождал, как бы так сказать. Было так, если не скучно, вы кушайте, пожалуйста, не обязательно слушать, кушайте, а что попадет в ухо, услышите, а что нет, не нужно, значит. И я хочу сказать, что вышел в отставку, 65 лет. Дома сижу, жена работает, жена ходит на работу, а я сижу, думаю, что надо? Писать нужно. Начал писать и написал «Восток глазами дипломата», 2-е издание я вам раздам. Но заодно жена говорит под Новый год, ты смотри, там, у тебя там какие-то пожелтевшие бумаги, газеты, вырезки пакистанские, журналы, ты их посмотри, если они не нужны, я их выброшу перед Новым годом. Я стал смотрю свои справки об Абдус-Саламе. Быстренько написал 2 статьи, 1 статью направил в газету московскую, другую в журнал «Персона» с портретом о квантовой физике. Он был крупным специалистом по квантовой термодинамике. О нем написал, «Персона» опубликовала, и рядом с моей статьей оказалась Сергея Петровича Капицы. Он, доктор физико-математических наук, пишет о гуманитарных делах, о демографии, а я, гуманитарий, пишу о квантовой физике. Мне было приятно, что это опубликовали. Я потом перевод отправил в Лондонский университет, где 40 лет работал Абдус-Салам профессором, заведующий кафедрой теоретической физики London University Imperial College, попросил высказать критическое высказывание, попросил направить мне пару книг о нем буду работать. И я съездил, они меня пригласили. Моя дочь работала тогда в солидной организации, как называется это? Ну, тут помнишь? Американская. Дюпони работала. Хорошо зарабатывала. Папа говорит, я тебе куплю билет Москва, Лондон, Москва, и ты побудешь там 15 дней, побыл, вернулся и написал книгу об Абдус-Саламе. А дальше что? Я написал книгу после того, когда академика Роберта Искандеровича Нигматуллина избрали директором Института океанологии. Как только избрали его, он поехал отдохнуть в Завидово. И оттуда мне звонит. Роберт звонит по телефону. Я, говорю, только что прочитал твою книгу об Абдус-Саламе. Я говорю, там ляпсусов много нашел? Нет никаких ляпсусов. Вот я выйду на работу, приходи, может быть, поработаешь. Таким образом,
Я пришел к нему в институт океанологии. Я говорю, в океанологии ничего не понимаю. Разве только что я купался в Индийском океане годами, по субботам, по воскресеньям. Он говорит, я тоже не понимаю. Вместе разберемся. Ну, а ты же, говорю, доктор физико-математических наук, а я математики ничего не понимаю. Ну, он пришел и назначил меня, как бы, так сказать, он назначил меня своим помощником по разным делам. Он видит, что я не очень разбираюсь по разным делам. Он махнул и говорит, пиши, что ты можешь. И я занимаюсь пропагандой, ну, как бы, так сказать, научной пропагандой океанологии и другим вопросам. И опубликовал более сотни статей. Я об этом буду говорить. Сотни статей. Здесь сидит заместитель главного редактора в независимой газете, он же ответственный редактор НГ «Наука». Вот 6 книг, которые я вам раздам, там они около сотни статей все есть. Я поэтому второго человека, вот через Абдус-Салама вышел на работу к Роберту Искандеровичу. Понимаете, Абдус-Салам всю жизнь меня сопровождал. Как только я издал английский вариант, тут не издали английский вариант. Это в центре, ядерном центре. Ну, переводил-то я, там, оказал содействие, все это проще. Я потом презентовал эту книгу в Лондоне, Imperial College London University, в той же комнате, где он работал профессором Абдус-Салам, восприняли ученики. А потом ученики Абдус-Салама, живущие в Соединенных Штатах, пригласили меня в США презентовать эту книгу. Они организовали презентацию в 3 ведущих городах – Нью-Йорке, Филадельфии и Вашингтоне, библиотеке Конгресса. Вот моя жизнь с Абдус-Саламом. Абдус-Саламом, дальше с Робертом Искандеровичем. Я поэтому благодарю и хочу, чтобы Роберт несколько слов сказал. Пока он чай пьет, давайте представим слово, вот ничего не пьет, не кушает, Андрею Геннадьевичу Ваганову, с которым я тоже сотрудничаю. Мне с ним приятно. Представительство Республики Татарстан в Москве. И вообще, благодаря Юлдузу Нуревичу, я достаточно плотно погрузился вот в татарскую культуру. Вот. Я побывал в культурном центре в Москве. Сейчас вот первый раз в жизни попал в представительство Татарстана. Это здорово, интересно и приятно. Вот. Хотя как это у Высоцкого, да, если кто и влез ко мне, так и тот татарин, да, песенка. Вот. Возможно, и у меня, правда, не совсем татарский, но калмыцкие какие-то корни там удалены. Как у Владимира Ильича. Наверное. Вот, имеется. Совсем не видно. Ну, я говорю, по рассказам бабушки, прабабушки, вот что-то такое вроде бы было. Первый раз я слышал от вас это. Да, было. Но я к чему? Я сейчас сидел, слушал замечательное выступление, и я подумал, что действительно мир-то, наша планета, она очень маленькая. Вот, и вот эта теория, что на каждом 5-м рукопожатии каждый знаком с каждым на этой планете, она работает. Вот буквально 3 рукопожатия, и я, Андрей Ваганов, знаком с Абдусом Саламом через Юлдуса Нуревича. И цепочки очень короткие, оказываются. Это удивительно. Это просто потрясающе удивительно. Вот. Я одну хотел сказать вещь. Во-первых, Юлдус Нуревич оказывает неоценимую поддержку нашему изданию, информационную поддержку. Всегда безотказен, всегда быстро дает комментарий, если какой-то надо. И поставляет вот информацию в виде своих статей и так далее, и так далее. Вообще, по-хорошему, конечно, это мы, газета, должны были бы собрать все его статьи и издать. Вот. И такая практика была одно время в независимой газете, но я не то, что там прибедняюсь, но это реалии экономические сейчас не вполне позволяют этого делать. Вот. Так что, Юлдус Нуревич, это здорово, что
вы собрали, сами инициативным порядком издали в одной книжке. Книги остаются. Это, пожалуй, то немногое, что остается после нас на этой земле. Но еще одну вещь хочу обязательно сказать, что помимо того, что он сам вот такой вот, как правильно тут Анатолий Михайлович сказал, что разнообразный и во всем талантливый, он и меня подтолкнул к такой теме замечательной, в которую я вот погружен уже лет 5 или 7, даже больше. Я благодаря вот Юлдузу Нуревичу изучаю документы, связанные с пребыванием Академии наук СССР во время Великой Отечественной войны в Казани. Вот. И в частности, как праздновался 300-летний юбилей Исаака Ньютона в 1943 году, в 1942-1943 году. Вот представляете, Сталинградская битва, разгар, а вся страна празднует 300-летие Исаака Ньютона. Даже англичане обалдели. Они просто они юбилей Ньютона справляли англичане в 1946 году, отложили уже после войны. И опять же это все благодаря Юлдузу Нуревичу. Юлдуз Нуревич, вам хочу пожелать здоровья, поздравить вас с выходом 6 новых книг и энергии неубывающей, творческой и жизненной. Спасибо большое. Большое спасибо.